меняться, приходится вот это латки ставить более-менее, чтобы хотя бы года два. Спасать крыло автобуса от ржавчины Александру Газаеву приходится подручными средствами. Денег на новое нет. Кризис бьет без разбору. Цены на запчасти выросли в 2 раза. Предприятие по обслуживанию общественного транспорта намерено поднять стоимость за проезд. Мы еле-еле концы с концами сводим. И просили бы, естественно, нам помочь, правительству нашей республики, министерству нашего, чтобы нам помогли, чтобы мы как-то выходили. Нам же все-таки надо перевозить людей. Водители понимают, что рост тарифов существенно ударит по карману пассажиров, но работать себе в убыток они тоже не могут. Вместе с долларом дорожают и горюче-смазочные материалы. В плане работы у нас сейчас с ремонтом очень тяжело. Техника уже старая, уже ему почти около 10 лет. Вот. И как бы, вот времена, видимо, и кризиса настали, и не можем, в смысле, не успеваем. Вот, как бы машины уже ломаются очень часто, вот, и запчасти очень дорогие. Работники городского транспорта обратились в Министерство промышленной и транспортной политики Северной Осетии с просьбой сделать перерасчет тарифов. Сейчас одна поездка в автобусе стоит 10 рублей, а в маршрутке – 12. Многие перевозчики, как они утверждают, почти ничего не зарабатывают. Денег порой не хватает даже на ремонт. Из-за этого количество общественного транспорта сокращается. Мы должны ответственно подойти к повышению цен, так как это затрагивает и население, пассажиров и, естественно, заинтересованы в этом наши перевозчики. То есть мы должны выбрать такую золотую середину, взвешенно подойти и увеличить тарифы, чтобы наш пассажир не был, как говорится, обременен. По предварительным расчетам, цена на городской общественный транспорт может вырасти на 3 рубля. Стоимость пригородных перевозок напрямую будет зависеть от километража. Сейчас 1 километр стоит 1 рубль 25 копеек. По новым тарифам может подняться до 1 рубля 50 копеек. Такую новость жители республики восприняли неоднозначно. А зарплату как повышают? Сильно? У нас все дорожает, лекарства дорожают, хлеб дорогой. Все дорогое, все, продукты дорогие. А на что тогда жить людям? Я езжу каждый день на работу, с работы с центра, с Ватутина. Безусловно, не жалко и 15 рублей отдать. Но, вы знаете, даже сегодня, вот не далее, чем сегодня, я ехала и просто я ужасалась. Как можно вообще такой транспорт выпустить в город по нашим улицам и перевозить людей? Ну, это просто, вот что вам сказать, телега, это мало что сказано. Конечно, трудно очень, потому что и так... Учащиеся вот ездят на занятия, приходится, и получается большая сумма. Это накладно получается, да. Сейчас Министерство промышленности и транспортной политики готовит проект постановления. Новые тарифы должны одобрить в правительстве республики. Если их утвердят, то стоимость поднимется на 23%. Стоит отметить, что последний раз цена на проезд в общественном транспорте увеличивалась 3 года назад. Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Thank you.